2022 году было решено в таком режиме ограниченном МФЦ это разрешить. Ну, не совсем это сработало, потому что, честно говоря, рынку тесно в рамках МФЦ. Все-таки это отдельный финансовый центр, а ЦФА, цифровые финансовые, они пронизывают, в принципе, всю экономику, финансовую систему. Поэтому то, что мы сейчас это вытащим из серой зоны, нормально зарегулируем, чтобы было понятно, чтобы, во-первых, граждане не страдали от каких-то там непонятных вещей, потому что сейчас они абсолютно не защищены, потому что ни прав, ни обязанностей нет. А второе, чтобы государство понимало, где у него дырки в периметре валютного контроля. Чтобы мы понимали, где надо налоги платились, пусть налоги платятся. Пусть люди будут защищены, и у людей будет легитимная, легальная возможность активами активно пользоваться. Потому что, как я уже сказал, у них много больших преимуществ, которые обычные финансовые инструменты, обычные, бумажные, условно назовем их, они их не дают.